أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب. Мир вам, милость и благословение Аллаха. Именем Аллаха и хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, его роду, его сподвижникам и всем, кто следует его пути. А затем, пусть каждый год будет для вас благодатным. Пусть Аллах примет ваши и наши поклонения и пост. Я прошу Аллаха, чтобы Он освободил нас от огня, и чтобы были приняты наши старания, ибо воистину Он Господин наш и Покровитель. Братья по вере, это наша первая встреча в этой программе, которую мы озаглавили «Давайте исправим наши ошибки». Наш Господь, обладатель особого величия и почета, отправил всех пророков с увещеванием и благой вестью. И каждый из посланных пророков является вестником радости и увещевателем. Все пророки завещали в учениях и мольбах следовать таким же путем. Эту передачу я сделал увещеванием и предупреждением от ошибок, которые могут бесполезно унести благодатные плоды нашего поклонения, которые утратятся в этом мире и в мире ином. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Ошибки, которые нужно исправлять. Очевидно, что в этот благословенный месяц Рамадан необходимо начать цикл передач, посвященных ошибкам людей в месяц Рамадан. Тема нашей передачи — «Наши ошибки в Рамадане». Нам следует остерегаться ошибок и избавляться от них ради великого вознаграждения в этот благой месяц. Какие ошибки мы совершаем в месяц Рамадан? Было бы хорошо, если наши зрители взяли ручку и бумагу и делали себе заметки, потому что эти заблуждения и ошибки очень важны. Ошибка первая. Невежество большинства людей во время поста. Мы видим, что сотни тысяч мусульман, входящих в месяц поста, пребывают в неведении относительно всего, что касается поста. Одни не знают основ поста и даже обязанности поста, не знают, что делает пост недействительным и так далее. Как же они постятся? Ученые говорят, что каждому здравомыслящему, совершеннолетнему мусульманину, входящему в месяц Рамазан, необходимо узнать все правила и нюансы поста. И это является обязательным предписанием для каждого совершеннолетнего и здравомыслящего мусульманина, доживающего до Рамадана. К нам приходят удивительные вопросы, в которых мы обнаруживаем, что спрашивающий вошел в месяц Рамазан безо всякой подготовки. О рабы Аллаха! Каждому из вас необходимо почитать о посте, обучиться процессу поста и быть сведущим в вопросах мусульманского учения о посте, чтобы быть готовым к соблюдению поста и держать его так, как повелел нам Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Вторая ошибка людей в месяц Рамазан — это держать пост в сомнительный день. Сомнительный день — это 30-й день месяца Ша'бан. И если кто-то держит в этот день пост добровольно, то нет проблем. Это дозволяется сделать тому, кто уже держит пост. Но лучше будет воздержаться от поста в этот день, так как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: кто будет поститься в тот день, когда сомневается, тот ослушается посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Этот хадис привели в своих сборниках все, кроме Ахмада.
Если ты держишь пост по понедельникам и четвергам, и 30-й день Шаабана пришелся на них, то тебе можно держать пост в этот день. Но если ты оставишь пост, то это будет лучше для тебя. Но если ты не держишь добровольный пост в эти дни и решил поститься 30-й день Шаабана, то ты ослушался посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и это ошибка. Третья ошибка людей в месяц Рамадан – это встреча с весельем и музыкой и пренебрежение мольбой, переданной от посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Как только муфти объявляет, что завтра первый день Рамадана, все радио и телевидение переполняется шумной музыкой и песнями. Вахави, я вахави, ияха. И я до сих пор не знаю, что значит это вахави. Если кто-либо знает, о, братья, что это означает, позвоните мне, чтобы я знал. Вахави, я вахави, ияха. Некоторые остроумные люди из числа призывающих говорят, что это слово фараонское. Фараонское? Откуда вы взяли это? Откуда? Брат мой, все, что касается фараонов, это предположение. Все, что приведено в книге Аллаха и сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, все является истиной, а предположения далеки от истины. У нас первый звонок в студии, и до того, как мы его примем, значит, третья ошибка, то, что люди встречают Рамазан с песнями, музыкой. Мы рады Рамазану, добро пожаловать, Рамазан. Счастье тебе по случаю наступления этого благословенного месяца, которые вообще говорят, счастье тебе по случаю новолуния и величие твоему величеству, о месяц Рамадан. Это что? Разве это возможно выражаться так? В этом выражении есть нарушение вероубеждения. В этом есть нарушение святости этого месяца. Аллах Всемогущий и Великий сказал, если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах. Так как же нужно встретить Рамадан? Словами, которые говорил пророк, да благословит его Аллах приветствует, при виде молодого месяца. О Аллах, вознеси его над нами с безопасностью, верой, благополучием и исламом. Мой и твой Господь, Аллах, о месяц следования по правильному пути и месяц блага. Посмотрите, насколько прекрасна речь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. О Аллах, вознеси его над нами с безопасностью, верой, благополучием и исламом. Мой и твой Господь, Аллах. Ты обращайся к луне, о месяц следования по правильному пути и блага. Как же прекрасны слова пророка, а не вахавия, вахавия и яха. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Некоторые спрашивают, о шейх, что же ты думаешь о развешивании фонарей? И является ли это нововведением? Нет, конечно. Кто вам сказал, что развешивание фонарей или приукрашивание улиц в Рамадан – это нововведение? Это один из видов проявления радости по случаю прихода Рамадана. Я лично приношу домой детям фонари, но проблема в том, какие фонари, какие же бывают фонари. Музыкальными. Ты приносишь домой музыкальные фонари, а некоторые фонари сделаны из пластиковой скульптуры в виде сидящего человека. Знаете ли вы, кто это? Это Будда. Китайское ложное божество, скульптура, которой поклоняются китайцы. Ты приносишь домой скульптуру, которой поклоняется помимо Аллаха. Даже если ты не поклоняешься, зачем приносить ее домой? Разве ты не знаешь, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине ангелы не входят в дом, где есть изображение, собака и скульптура. Убери скульптуру и музыку из фонаря, чтобы ребенок игрался, и в этом не будет ничего дурного, иншаллах. Четвертая ошибка людей в Рамадане – это дерзость некоторых людей без зазрения совести оставлять пост без какого-либо повода, причины или оправдания на это. Смотришь, маша Аллах, здоровый мужчина в расцвете лет и не постится в Рамадан, хотя у него нет никакого оправдания. Это является большим грехом, без каких-либо разногласий, потому что пост является столпом, обязанностью и обрядом поклонения. Это один из 5 столпов ислама и один из обрядов поклонения.
Аллах Всемогущий сказал: «Если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах». Кто нам обязал пост? Аллах обязал нам пост, когда сказал: «Кто из вас застанет месяц Рамадан, пусть постится. А тот, кто без стыда не постится в этот месяц без повода, впадает в один из больших грехов. Ему нужно принести покаяние Всевышнему Аллаху и затем возместить этот день, который он пропустил». Если же человек совершит половое сношение во время поста, то он должен покаяться Аллаху, возместить этот день поста и поститься для искупления прегрешения в течение 2 месяцев подряд. Если же не может, то должен накормить 60 нуждающихся. 5-я ошибка людей в Рамадан – это небрежность по отношению к молитве Таравих в первую из ночей Рамадана. Если мы узнали, что завтра Рамадан, значит, после вечерней молитвы Магриб уже наступает первая ночь Рамадана. О, люди, посмотрите, если сегодня четверг, то сегодня ночью начинается пятница, и мы выстаиваем молитву в ночь на пятницу. И значит, в первую ночь Рамадана мы также должны выстаивать таравих. К сожалению, мы видим, что в эту первую ночь Рамадана мечети полупустые. На следующую ночь мы смотрим, улицы переполнены, и мечети переполнены. Это указывает на то, о чем говорят братья, о том, что мы совершили оплошность, упустили первую ночь Рамадана. Если завтра пост, то выстаивать таравих этой ночью. Куда же все идут в первую ночь Рамадана? Смотришь, рынки переполнены, пекарни не успевают обслуживать всех людей, а также другие места, где можно приобрести еду. Надо же на сухор что-то набрать. Как будто люди кушают последнее, что есть, и все ради чего? Пренебрегать сунной ради своего живота нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. 6-я ошибка людей в Рамадан – это проведение ночей этого месяца в кафе, ресторанах и других подобного рода заведениях, утверждая, что они уважают ночи Рамадана. На самом деле, это является одним из отвратительных нововведений. Я не знаю, как их души нающают им зло, что они воздерживаются от дозволенного постом и отпускают пост запретным, отпускают пост под звуки музыки и под дым сигарет, выкуривая кальян. Держат пост, а потом разговляются под музыку, закуривая сигарету. Горе, дорогие братья. Они начинают свой пост запретным и заканчивают тем же. Мне позвонила одна сестра с Кувейта и говорит: «Я знаю одну арабку, которая разговляется сигаретой. Как только муаззин произносит Аллаху Акбар, прикуривает сигарету и разговляется ею в первую очередь». О, рабыня Аллаха, ты держишь пост, повинуясь Аллаху, а разговляешься запретным. Все мы принадлежим Аллаху, и все мы к Нему вернемся. 7-я ошибка людей в Рамадане – ленность, переедание, вялость, бездеятельность и потеря времени на ненужное и бесполезное. О, рабы Аллаха, воистину Рамадан – это месяц серьезных действий, месяц, в котором проявляется наше усердие в упорном поклонении, повиновении и покорность Всевышнему Аллаху. Рамадан – это тренировка для нас на целый год, в котором наши сердца преуспевают в укреплении веры до следующего Рамадана. К сожалению, многие люди упускают этот месяц повиновения, сезона праведности и приобретения богобоязненности, рынка загробной жизни, в котором праведник переходит от повиновения к покорности и еще большей покорности, из поста в ночное стояние, чтения Корана и приобретения знаний к поминанию Аллаха и поддерживанию родственных связей. Есть люди, у которых все совсем не так. У них Рамадан – это месяц ленности, бездействия. Всю ночь они проводят, сидя на стуле, кресле, диване, и смотрят различные передачи, сериалы, танцы, песни, переключая каналы один за другим впустую. Затем целый день спят, а ночь проводят бесполезно, без поминания и воздавания благодарности Всевышнему Аллаху.
Целый день он страдает, пока на его крыше не появится луна. Русские американцы долетели до Луны, китайцы сделали искусственный спутник, ну а мы храпим, добравшись до середины Луны. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. 8-я ошибка людей в Рамадан – это оставление молитвы в этот месяц. Это общественная беда. Можно встретить немного людей, которые не постятся, а не совершающих молитву много. Это тяжкий грех. Оставление молитвы – большой грех. А некоторые ученые говорят, что это неверие, куфр. Большинство ученых говорят, что тот, кто оставил молитву, не впадает в неверие. Я хочу спросить тебя, о постящийся, который не совершает намаз. Для чего ты постишься? Кто вменил тебе пост в обязанность? Аллах. Ладно. А кто тогда вменил тебе в обязанность молитву? Аллах. Хорошо, ты отказываешься от приказа нашего Господа? Неужели вы уверуете в одну часть Писания, а другую отвергнете? Или ты не слышал, как сказал Всевышний Аллах: «О те, которые уверовали, входите в религию целиком и полностью». Не нужно по своему усмотрению брать то, что вы хотите, а ненужное для вас отбрасывать. Берите религию полностью, а не так: давай-ка я сегодня попощусь, ведь дома нечего есть, так как жена и дети держат пост, и еда будет только к вечеру. Поэтому наш посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто постился в Рамадан с верой, довольством и безропотно, это и есть настоящий пост. А тот, кто держит пост, но при этом не молится, то этот пост не может быть постом верующего. Потому что если бы он постился с верой, то он бы молился. К сожалению, это горестно, но часто встречается у многих людей в месяц Рамадан. 9-я ошибка людей в Рамадане – совершать намаз только в месяц Рамадан. Вы скажете: вот ты нас замучил, шейх. Если человек постится в месяц Рамадан и не молится, это является ошибкой. А тот, кто молится только в месяц Рамадан, является ли это ошибкой? Конечно, это ошибка. Разве наш Господь тебе вменил в обязанность молиться только в месяц Рамадан, а после Рамадана сказал тебе отбросить ее в сторону? О рабы Аллаха! О те, которые молятся только в месяц Рамадан, а после Рамадана закрывают свои лавки покорности и повиновения Аллаху. Будьте рабами Аллаха, а не рабами Рамадана. Ты поклоняешься Рамадану или Господу Рамадана? Разве тебе Господь приказал молиться только в Рамадан? Этот месяц минует и умрет, а наш Господь живой, сущий и не умирает. Господь сказал нам: до каких пор мы должны поклоняться Ему? Всевышний сказал: поклоняйся Господу своему, пока не придет к тебе якин. Не только в Рамадан. Якин же означает смерть. Первое предложение, которое произнес пророк Иса, мир ему, в своей колыбели было: «Я раб Аллаха, Он дал мне Писание и сделал меня посланником, и сделал меня благословенным, где бы я ни был». Слушайте, самое главное: «И завещал мне молитву и закат». До каких пор? До тех пор, пока я жив. До тех пор, пока мы живы. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда умирает сын Адама, то прекращаются все его деяния, кроме 3. То есть наши деяния прекращаются со смертью. О рабы Аллаха! О тот, кто совершает молитву только в Рамадан! Будь рабом Аллаха, а не рабом Рамадана. Как сказал Аллах: не уподобляйтесь той женщине, которая распустила свою пряжу после того, как скрепила нити. 10-я ошибка людей в Рамадан – это то, что некоторые люди не делают намерения поститься с ночи. Пророк, да благословит его Аллах приветствует, сказал, как передал ад-Даракутни, и шейх Аль-Альбани назвал этот хадис достоверным: кто не замыслил поститься до рассвета, тот не считается постящимся. Надо еще с ночи делать намерение, что мы будем поститься завтрашний день. И не нужно что-то говорить.
Достаточно сделать намерение сердцем, что ты будешь поститься завтра. А Насаи перевел в своем сборнике, что пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: кто не замыслил поститься до рассвета, тот не считается постящимся. И это относится к обязательному посту, а не к дополнительному. Потому что пророк, да благословит его Аллах, приветствует, просыпаясь, спрашивал у Аиши, есть ли что поесть. Если ничего не было, то он постился. Однако это относится к дополнительному посту. Что касается обязательного, то надо делать намерение еще с ночи. Например, если кто-то намеревается поститься завтра, то пусть намеревается с ночи. Когда ты разговляешься, то сделай намерение поститься завтра. Некоторые ученые говорят, что можно делать намерение на целый месяц. В первую ночь Рамадана. Хорошо. То, что ты встал поесть на сухур, это и есть намерение. А в случае, если человек намеревался держать пост и по причине жары или по какой-либо другой причине он вознамерился отпустить пост, но не прервал его до ифтара, то его пост недействителен, потому что все от наших намерений. А намерение – это первый из столпов поста. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: поистине наши дела оцениваются по намерениям. Также ошибка в Рамадане является произнесение намерения. Например, я намерен держать пост завтра. Ты кому это говоришь? О раб Аллаха! Ведь ты имеешь дело с Всевышним Аллахом, знающим скрытое и то, что находится в наших сердцах. Ибн Таймия сказал, что произнесение намерения в целом не является обязанностью для мусульманина. Место намерения – это сердце, о рабы Аллаха. Мы имеем дело с Аллахом, всемогущим и знающим, который сказал про себя: «Я знаю, что скрывает ваши сердца и вероломство ваших глаз». Остерегайся произносить намерение вслух, ибо это является нововведением. 12-я ошибка в месяц Рамадан – нехватка терпения, плохой нрав, частые ссоры, в особенности перед призывом на вечернюю молитву. Люди становятся злыми, нервными, раздраженными, не сдерживающими свой гнев и другие отрицательные качества. Почему, мой брат? Я вам скажу вот что. Даже если передо мной начнут прыгать 60 шайтанов, я скажу: я пощусь, поистине я соблюдаю пост. Как будто пост делает качества человека плохими. Ведь пост — это очищение души и улучшение нравов. Разве пророк, да благословит его Аллах, приветствует, не сказал: пост является щитом, и пусть постящийся избегает всего непристойного и не ведет себя подобно невеждам. А если кто-нибудь попытается завязать с ним ссору или станет бранить его, пусть дважды скажет такому: поистине я пощусь. 13-я ошибка людей — это задержка разговения. Они будут ждать до последнего, пока не стемнеет. Когда мы должны разговляться, братья мои? Вы скажете, когда муадзин прочтет азан. А я скажу вам: нет, это ошибка. Как только муадзин скажет «Аллах», отпускай пост. Даже не дослышав Акбар. Это сунна, сразу же отпускать пост. Мне позвонил муадзин в одной из передач и спросил: «О, шейх, я муадзин, а как же мне быть, если я призываю к вечернему намазу?» Как тебе быть? Да очень просто. Например, ты призываешь к азану в 5 часов, ты видишь, что уже 5, и идешь призывать к молитве. Сделай глоток воды, молока или какого-либо напитка. И прежде чем ты призовешь к молитве, ты отпустишь пост. Глядишь, порой сидит человек со стаканом в руке и дожидается, пока не закончится азан. А глаза его в стакане и мысли о том, когда же можно его выпить. Выпей его сразу. Это сунна. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: люди не лишатся блага до тех пор, пока не перестанут разговляться быстро. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. 14-я ошибка, которую мы совершаем во время поста, это спешка в принятии питья и еды во время азана, и оставление повторения слов азана вслед за муаззином, и дуа после азана. Вы скажете: как ты нас замучил, шейх? То быстро разговляться, то повторять и делать дуа. Как только услышишь слово «Аллах», возьми и сделай глоток воды, или съешь финик, а затем повторяй азан и делай дуа, и благословляй пророка, да благословит его Аллах, приветствует. Дуа принимается во время разговения тоже. Не обязательно набрасываться на еду, увидев все разнообразие блюд на столе и желать съесть это все сразу. Набрасываясь на еду, человек лишает себя блага. Это большая ошибка и упущение, друзья мои. Что же нам говорить во время разговения?
Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Если вы услышите призыв, то повторяйте за муадзином». Хадис привел Бухари и Муслим. Абу Дауд передал, что слова при разговении пророка, да благословит его Аллах, приветствует, были следующими: «Именем Аллаха, о Аллах, поистине я постился для Тебя и уверовал в Тебя, и я отпускаю пост тем, чем Ты наделил меня. Ушла жажда, жилы наполнились влагой, и награда уже ждет, если будет угодно Аллаху». Потом можно просить о благе этого мира и загробного. Наилучшая дуа, которую можно просить в месяц Рамадан: «О Аллах, поистине Ты прощающий, щедрый, любишь прощать, так прости же меня». 15-я ошибка людей в Рамадане – это откладывание вечерней молитвы на потом и несовершение ее в мечети из-за разговения. Большинство людей в месяц Рамадан не совершают вечернюю молитву в мечети. Почему? Да потому что они разговляются. «Шейх, ты говоришь нам, что мы должны поскорее разговляться». Я вам говорю, что можно разговляться, поев несколько фиников или выпить воды, уже будучи в мечети. А если ты сидишь дома и спокойно разговляешься, то ты теряешь 30 молитв в мечети. منشغل بالطعام عن صلاة المغرب. الله معنى كده انك مضيع 30 مغرب في جماعة في رمضان. Так не пойдет. Это ошибка. Всевышний Аллах сказал: «Оберегайте молитвы, особенно среднюю. Совершайте намаз, выплачивайте закат и преклоняйтесь с преклоняющимися». Это значит джамаати. Мы видим, что мечети во время вечерней молитвы полупустые, а во время ночной они переполнены. И где же были эти люди? Они были заняты поглощением супа и риса. Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. 16-я ошибка – это отпускать пост чем-то запретным. Да, клянусь Аллахом, мы можем найти, что некоторые люди открывают пост сигареты сразу же после того, как муаззин начинает читать азан. Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Если кто-то из вас постится, то пусть разговляется фиником, а если не найдет финик, то водой. Поистине она чистая». О Аллах, очисти нас от всего скверного и грязного. Этот хадис приводится в 4 сунанах, кроме Ан-Насаи и Аль-Хакима. И этот хадис достоверный по условиям Бухари. Некоторые люди разговляются перед едой, они включают телевизор и разговляются, смотря на всякие запретные передачи, сериалы, концерты и так далее. И такой человек смотрит на полураздетых женщин и совершает глазами харам во время своего разговения. Бойтесь Аллаха, о рабы Аллаха, бойтесь Аллаха. Другая ошибка людей в Рамадан – это растрачивание средств на еду и питье в этот месяц. В месяц Рамадан мы тратим бюджет 5 месяцев. Есть люди, которые лезут в долги в месяц Рамадан ради своих затрат на еду, питье, на праздничную одежду и подарки, и всякие расходы, связанные с праздником. Не задумываясь, они выбрасывают в мусор остатки вчерашней еды в то время, когда тысячи людей голодают. Разве вы не слышали, о рабы Аллаха, что сказал всемогущий Аллах: «В тот день вы будете спрошены о благах»? Неужели вы никогда не читали слов Аллаха: «Пейте и ешьте, но не излишествуйте»? Пейте и ешьте, но не излишествуйте. Воистину, Он не любит тех, кто расточительствует. Пророк нас учил есть так, как ел он сам. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Никогда не наполнял человек сосуда худшего, чем его собственное чрево. Достаточно сыну Адама нескольких кусочков пищи, благодаря которым он сможет поддерживать свои силы. А если уж неизбежно, для него есть больше. Пусть треть его желудка будет для еды, треть для питья, а еще треть останется пустой для легкости дыхания. Оставь же место для дыхания». Однажды я сидел с одним мужиком-едоком. Маша Аллах, у него в животе не желудок, а крупнейшая мельница Каира. Если у обычного человека проглатывается кусочек, то у него за раз проглатывается целая лепешка. Мы сказали ему шутливо, что пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Треть для еды, треть для питья». Он в ответ: «Каждый знает свою треть, а моя треть большая». Пречистый Аллах и преславен. Мусульманин не таков. Самым любимым человеком для шайтана является обжора, лентяй и соня.
Имам Аш-Шафи'и, да смилуется над ним Аллах, говорил: чревоугодие уводит в искушение. Кто думает о животе своем, тот глупец. Также один из ученых сказал: тот, кто думает лишь о своем животе, то цена его такова, как то, что выходит с него. К сожалению, порой мы находим у людей специальный бюджет во время Рамадана для удовлетворения желудка. Видим невозможное расточительство по отношению к еде и питью. Я вам скажу, что есть такие люди, которые с начала призыва к молитве сидят за столом, усеянным различными блюдами, и приступают к еде сначала с горячего напитка, чтобы успокоить желудок, затем приступают к рису, мясу и всему, что есть на столе. Закончив с этим, такой человек говорит: Ибрахим, принеси мне, пожалуйста, поднос со сладостями, а еще тарелку других сладостей, и где этот щербет, который я принес, его тоже подай. Да, еще сделай мне теперь стакан крепкого чая, чтобы все переварилось. Потом ты видишь этого мужчину, у которого живот выпирает, словно гора Ухуд, плетущегося в мечеть, задыхаясь от одышки и с трудом передвигающегося. Если имам в молитве будет читать половину джуза, то он начинает вопить и говорить, что пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: если вы молитесь с людьми, то облегчайте молитву, то есть сокращайте. Мужчина, тебе самому нужно сокращать еду и облегчать то, что в твоем животе. Ведь если бы Всевышний Аллах дал язык твоему животу, то он стал бы умолять тебя ради Аллаха не мучить его. Это ошибка, поэтому в Рамадан и после него у людей часто возникают желудочные болезни. Пост преследует цель, в том числе здоровье, и делает тело здоровым. Почему же с ними происходит обратное? Потому что они не постились так, как научил нас пророк, да благословит его Аллах, приветствует. 18-я ошибка в месяц Рамадан – это пренебрежение к сухуру, предрассветному принятию пищи, или же отказ от него из-за благовременное устраивание сухура, например, 12 ночи или в час. Мы и без него обойдемся. Это ошибка. Сухур – это сунна. Даже если одним фиником, или одним кусочком, или водой, в этом будет благословение и благодать от Аллаха. Также сунна откладывать сухур за 5-10 минут до утреннего призыва к молитве. Так нас учил пророк, да благословит его Аллах, приветствует, который сказал: «Моя умма будет пребывать в благе до тех пор, пока не будут спешить расковыляться и оттягивать сухур». Ахмад привел этот хадис в своем сборнике. Сунна является откладывать сухур до утренней молитвы. Анас и Зейд ибн Сабит сказали: мы встали с пророком, да благословит его Аллах, приветствует на сухур, после чего встали на молитву, то есть после сухура встали на молитву. Зейда спросили: сколько времени прошло между азаном и сухуром? Он сказал: столько, что можно было бы прочитать 50 аятов, то есть полчаса до утренней молитвы, или максимум час. Это заброшенная сунна пророка, и в откладывании сухура есть польза. Первое – это то, что мы следуем сунне. Второе – подкрепление организма перед постом, потому что вы покушали поздно. И еще то, что, поев поздно, вы можете молиться в мечети и получать награду в групповой молитве. Следование за делами пророка содержит только добро. 19-я ошибка поста – это то, что человек держит пост желудком, а остальные части тела продолжают грешить. Находятся люди, которые совершают запретное глазами и языком. Сердце его не постится, потому что оно полно злобы и грязи. Глаза его не постятся потому, что они разглядывают полуобнаженных чужих женщин. Язык его не постится потому, что он продолжает лгать, сквернословить и злословить. Разве вы не знаете, что пост – это пост не только желудка, а всех органов вашего тела? Итак, ты можешь отказаться от еды и питья, и в то же время брать взятки и совершать запретное, говоря, что тебе дали это в подарок или в знак уважения, в то время, когда твоя жена для тебя запретна. Во время поста ты умудряешься совершать прелюбодеяние, рассматривая раздетых женщин, певиц, танцовщиц. Но как же это возможно? Так не пойдет. Разве не сказал пророк, да благословит его Аллах, приветствует? Пост заключается не только в отказе от еды и питья, так же, как и бодрствующий по ночам не является выстаивающим намазы. Также пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: если человек не прекратит лгать, Аллаху будет не нужно, чтобы он отказывался от своей еды и питья. Этот хадис передали все, кроме муслима. Другой нашей ошибкой в Рамадане является оставление таравих намаза или нежелание его делать.
Первые дни, неделю, месяца Рамадан, мечети бывают переполнены людьми. Но чем больше дней Рамадана проходит, тем меньше людей остается в мечетях. Потом мечеть вновь заполняется на 27 и 29 дни этого месяца, чтобы застать ночь предопределения. А в четные дни, 26 и 24, в мечети никого не найдешь. На самом деле, все последние 10 дней Рамадана являются важными и значительными. И любое значение может быть ночью предопределения. Когда вы встаете на таравих, вы говорите, что совершаете 23 раката. И сколько аятов в одном ракате вы читаете? Я совершал молитву за имамом, и он в одном ракате читает один аят. А если аят длинный или их несколько, то он делит их на 2 раката. Что же это такое, о братья? Эта молитва названа стоянием из-за долгого стояния в ней. Она названа таравихом из-за того, что в ней долго стоят и необходимо отдохнуть между молитвами. Они читают молитву быстро, полупроглатывая аяты. Например, кто так поступает? Разве это молитва? Это является воровством. Как сказал пророк, да благословит его Аллах, приветствует в хадисе, который привел имам Ахмад, с достоверной цепочкой передатчиков. Самым худшим вором из воров является тот, кто ворует из своей молитвы. Это не путь пророка в ночной молитве и не путь праведных предшественников. Сподвижники пророка во время стояния могли держаться о стену или опирались об палку. И мы должны прочитать как минимум хотя бы половину джуза из Корана. Мы не говорим о целом джузе. Еще одной ошибкой людей в этот месяц является влезание в долги ради своего живота. Ради того, чтобы купить мясо и так далее. Разве Всевышний Аллах не сказал: «Не возлагает Аллах на душу того, что ей не по силам, преславен Он и велик». И напоследок, одна из ошибок – это не приучать детей к посту и к таравих намазам. Как сказала Рубая бинт Муавид, мы соблюдали пост сами и заставляли поститься наших детей. И мы делали для них игрушки из шерсти, а когда кто-нибудь из них начинал плакать, мы давали ему игрушку, пока не наступало время разговения. Вы тоже поощряйте своих детей. Если ребенок постится, то давайте ему, например, 100 рублей. И если помолится с вами таравих, то давайте ему еще награду. Ты уходишь в мечеть на таравих. Почему ты оставляешь жену и детей дома, не забираешь их с собой? Или молись с ними дома. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Также ошибкой является небрежность по отношению к женам. Когда вас спрашивают, где ваша жена, вы говорите, смотрит сериал, ты оставляешь ее заниматься бесполезным делом. Ты ведешь ее к греху в то время, когда сам совершаешь сунну. Разве ты не знаешь, что следить и ухаживать за своей женой – это обязанность? Неужели вы никогда не читали слова Всевышнего Аллаха: «О те, которые уверовали, берегите себя и свою семью от огня»? Неужели ты никогда не слышал слова пророка, да благословит его Аллах, приветствует? Каждый из вас является пастырем для своей паствы, жен и детей, и несет ответственность за них. Также люди считают, что если они проснулись оскверненными, то их пост нарушается. К условиям поста не относится то, что надо быть изначально очищенным от осквернения, так как пророк просыпался оскверненным, совершал полное омовение и постился дальше. Еще одной небрежностью и нашим упущением является прочтение всего Корана или чтение его, не размышляя над ним. Вы можете сказать: да, я прочитал Коран 7 раз, но разве есть определенные границы для прочтения Корана? 7 раз. Наш Господь сказал: неужели они не размышляют над Кораном? Суть не в том, чтобы прочесть, суть в том, чтобы размышлять над ним, и суть в понимании его. Еще одной ошибкой людей является то, что они держат пост просто так и могут отпускать пост до начала вечерней молитвы. Если они не подчиняются приказам Аллаха и придумывают религию Аллаха, то это харам. Другой ошибкой является то, что люди не совершают стояние в ночь предопределения и оставляют и'тикаф, круглосуточное нахождение в мечети. Потом они утопают в грехах после Рамадана и совершают многое другое, чего не перечислить. Не знаю, что делать. Мое время закончилось. Возьму еще минуту и отвечу на вопросы телезрителей. Ответ на вопрос про сахарный диабет.
Если у человека высокий уровень сахара, и врач запретил ему поститься, то пусть каждый день кормит нуждающегося, но Аллах лучше знает. Ответ на вопрос, можно ли брать долг деньги для совершения хаджа. Аллах не возложил на тебя это, если у тебя нет возможности. Если нет денег, то с тебя Аллах не спросит, иншаллах. Вопрос про витр намаз. После того, как мы совершили его с имамом, то ты уже не совершаешь. Но если ты сделал только один ракат, витр, то дома ты можешь совершить тахаджуд и совершить оставшийся витр. Ответ на вопрос про капли. Капли в глаза не нарушает пост. Сурьма тоже не нарушает пост, и купаться тоже можно. Ответ на вопрос про сериалы «Месяц Рамадан». Скажу нет, потому что в любом сериале есть непокрытые, разукрашенные женщины, которые с экранов смотрят на вас. И второе, во время съемок эта женщина общается с режиссером и со всеми на съемочной площадке, и такой контакт является греховным. Третье, кто снимается в роли сподвижников или других героев, тоже мужчины с приклеенными бородами. Переключайте на другой канал. Те же артисты на берегу моря, в купальниках. Берите свою религию в мечетях и у знающих, а не от актеров. Вопрос насчет того, кто нашел деньги. Пусть поищет хозяина в течение 3 дней, а если нет, то пусть оставит их в себе. Если же он не нуждается, то пусть отдаст нуждающемуся. Заканчиваем на этом, и да смилуется Аллах над шейхом Хазимом Шуманом. Пусть Аллах благословит его. Я свидетельствую, что нет Бога кроме Тебя. О Аллах, прошу у Тебя прощения и приношу свое покаяние. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.